Невежественный в религии человек всегда переживает и боится, потому что он ничего не сделал для своего ахирата. Каждый раз, как он вспоминал о смерти, он ложился спать. Каждый раз, когда он вспоминал о могиле, его беспечность только увеличивалась. И вот он боится, переживает. Что касается второго, то это кающийся. Он боится смерти, он ненавидит ее. Но этот страх, это не страх перед Всевышним Аллахом, а страх встретиться с Аллахом, с делами, которые не поддержат его перед его покровителем. Это кающийся. Что касается третьего, то я прошу Аллаха сделать меня и вас такими, такого вида. Такой человек знает Аллаха. Тот, кто знает Аллаха, не боится смерти, потому что знает, что смерть для него – отдых от всех ответственностей в дунье. После смерти не надо делать намаз, держать пост, делать хадж, выплачивать закят. Не надо опускать взор и охранять органы тела от грехов. После смерти все. Ты обратишься к Всевышнему Аллаху безо всяких обязательств. Ты отправляешься к самому милостивому из всех милостивых, к наищедрейшему, к наидостойнейшему. Я прошу Аллаха сделать меня и вас из числа тех, кто знает Аллаха и направляется к Нему, кто со страстью радуется своей предстоящей встрече с Аллахом. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Задумайтесь над этим, братья. Мы читаем эти аяты, но иногда словно читаем их для других, а ты прочитай их самому себе. Читай их так, словно ты сейчас слышишь, как ангел говорит тебе. في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. Задумайся над этим, шейх. Представь, что это голос ангела, который обращается к тебе. Он говорит тебе: радуйся, не бойся смерти, не бойся могилы, не бойся встречи с Аллахом, не печалься по своей жене и детям, по дому и уделу. Нам было поручено сказать это тебе. Аллаху Акбар. О Аллах, сделай нас из числа тех, кого поддерживают такими словами, когда душа покидает тело.